Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба в чате отреагировать, видно меня и слышно ли. Ага, замечательно. Спасибо. Ну что ж, я предлагаю начать наше первое заседание. Я хочу представиться. Меня зовут Александр Максимович Дурягин. Я являюсь тьютором кафедры точных наук КРИРО. Также я являюсь преподавателем физмат-лицея и до недавнего времени был председателем республиканской комиссии по проверке ЕГЭ, соответственно, второй части. Ну, почему был? Потому что, собственно, комиссии, как вы знаете, в этом году учебном не было, и, соответственно, дальнейшая судьба комиссии такова, что комиссии не требуется, и ручных проверок больше не будет, потому что все проверяется в автоматическом режиме. Сегодня я предлагаю обсудить как раз ситуацию с результатами с первым компьютерным экзаменом, к которому мы давно достаточно шли, и, соответственно, обсудить основные моменты касаемо ошибок, которые возникали у ребят при решении тех или иных задач. Правда, сразу хочу оговориться, что, опять же, в силу того, что компьютерная проверка теперь полноценная и, собственно, комиссии как таковой нет, возникли некоторые проблемы с анализом работ, поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами обсудили еще некоторые моменты, связанные с тем, как, соответственно, ваши ребята решают. Возможно, будет какая-то информация от вас, какие ошибки были у ваших ребят. Потому что я сужу в первую очередь по той статистике, которая есть, но она, наверное, не совсем полноценная по ряду причин, и по отзывам, так скажем, своих ребят и коллег. Вот. Также хотелось попросить вас, собственно, реагировать в чате активнее. Если будут у вас вопросы, у вас есть отдельная вкладочка для вопросов, можете их там задавать, я время от времени буду на них отвечать, и позже, соответственно, себе их сохраню, и на основе ваших вопросов будем дальше строить нашу работу для дальнейших семинаров. Вот. Ну, соответственно, давайте начнем с результатов, которые на самом деле в отчете у нас в официальном есть, на сайте РИЦОКа вы можете с ним ознакомиться, и, насколько я знаю, на сайте ФИПИ тоже общий отчет должен был уже появиться, ну или появится в ближайшее время. Собственно, общая статистика такова, что количество участников у нас в этом году незначительно, но увеличилось. Как раз, возможно, это связано с тем, что компьютерная форма для многих показалась сравнительно легкой, хотя, как вы видите статистику, не по всем заданиям ожидания участников оправдались. Традиционно молодых людей у нас преобладает над девушками из года в год. Ну, опять же, по понятным причинам, потому что информатика нужна на определенные специальности, которые традиционно, опять же, у нас считаются, скажем, мужскими. Что касается самих заданий, табличка будет у нас примерно такого сорта. Задания, проверяемые элементы содержания умения взяты из кодификатора. И обратите внимание, что у нас здесь есть графа, соответственно, с средним баллом. И есть еще разбивка по категориям баллов, которые набрали участники. Соответственно, у нас есть категория среди тех, кто не набрал минимальный балл, категория до 60 среди тех, кто набрал, от 60 до 80 и от 81 до 100 баллов, включая 100-бальников. Соответственно, давайте пробежимся по заданиям. Чтобы было проще ориентироваться, можно, в принципе, открыть демо-варианты, если у нас под рукой, если вы занимаетесь каким-то образом ЕГЭ. Я буду стараться комментировать, тоже примеры так или иначе оглашать. Ну, давайте, собственно, по заданиям. Опять же, хотелось бы попросить вас, если по заданию, после того, как какие-то у меня комментарии будут по заданию, если у вас какие-то будут идеи, мысли, просьба их тоже высказывать, мы их обсудим. Если будут вопросы, то, как я уже сказал, на соответствующей вкладочке их задавайте. Так, ну, первое задание, оно традиционно, оно не изменилось и осталось, в принципе, на том же месте, как и было, потому что, я думаю, вам известно, если вы готовите к ЕГЭ, то в курсе, что некоторые задания у нас просто поменялись местами, они стали не там, где были, что тоже, кстати, усложняет немножко анализ. Вот, первое задание в этом плане никуда не делось, оно осталось таким же на сопоставление различных форм представления, и форма представления стандартная – это таблица и граф.
как мы видим, балл достаточно высокий. Даже среди тех, кто не набрал минимальный балл, многие ребята с этим заданием справлялись. Ну, опять же, нужно отметить, что здесь, ну, если на то пошло, по большому счету информатики в чистом виде-то не особо много есть. То есть можно просто посмотреть, не зная информатику вообще, задание выполнить достаточно просто. Что касается второго задания. Традиционное задание на построение таблиц истинности. И здесь нужно отметить, что произошел незначительный рост по количеству баллов. Но опять же, я связываю это с тем, что у нас опять же появился компьютер, появилась возможность строить таблицы в Excel, появилась возможность строить таблицы с помощью среды программирования. Например, на Python достаточно легко это все строится, на других языках программирования. Ну, правда, надо отметить, что там тоже бывают свои сложности с логическим переменным, но в принципе с помощью компьютера строится все достаточно легко. При этом никто не отменял старые традиционные способы, это аналитический, хотя я думаю, вам известно, что в последние годы, что на экзаменах, что в статградах задание аналитически решается достаточно сложно, притом не потому, что там ребята не знают алгебру логики, а потому что само уравнение, сама логическая функция достаточно сложна. Вот. Ну, соответственно, наличие компьютера, конечно, балл немножко повысило, потому что оно стало делаться быстрее, стало делаться проще. Ну, опять же, тут надо оговориться, что, конечно, скажем, компьютер помогает тем, кто умеет программировать, и потом я об этом тоже скажу, что некоторые задания можно делать на компьютере, можно делать программированием, и некоторые ребята этим удачно воспользовались. Что касается третьего задания, если сравнивать задание, ну, собственно, демо-вариант, который сейчас появился, это задание поменяли. И, как многие коллеги говорят, слава богу, что поменяли, потому что раньше, и на экзамене, кстати, было задание, связанное с, ну, условно, базой данных, когда у нас есть две таблицы с идентификаторами участников, с некой информацией по возрасту, в частности, и нужно было определить, кто является, там, сколько внуков, сколько бабушек и так далее. Притом было достаточно сложное одно дополнение, что нужно определить там, не позже такого-то возраста стал человек, бабушка, дедушка и так далее. Задание вроде бы несложное технически, но вызывало очень много вопросов и трудностей у ребят. Собственно, как вам известно, с этого года в демо-варианте предложен другой вариант. Ну, опять же, формально он тоже на базы данных, на умение работать с базами данных. Но если посмотреть в файле, который у нас приложен в демо-вариант, по большому счету это экселевская таблица, несколько таблиц, скажем, логически, конечно, не связаны, но по большому счету базой данных это можно с натяжкой назвать, и достаточно знания Excel на уровне фильтрации, умения читать аккуратненько задания, не более того. Соответственно, четвертое задание. Оно достаточно традиционное, но умение кодировать и декодировать, в первую очередь, текстовую информацию. Стандартное задание про условия ФОНО, про то, как, так скажем, выгоднее закодировать те или иные буквы. Высокий балл традиционен достаточно. Можно сказать, что он остался, ну, плюс-минус на уровне прошлых лет. Ну и опять же, вот уровень даже среди тех, кто не набрал минимальный балл, достаточно высокий. Так. Давайте сделаем следующим образом. У меня слайды к слайду будут меняться, соответственно, задания, поэтому вот, если есть какие-то комментарии и мысли по поводу первых 4 заданий, можете отреагировать. Кстати, если есть желание, так скажем, поговорить, вы можете об этом написать в чате, и мы вам дадим право голоса. Вы сможете, собственно, и видео включить, и голосовые сообщения какие-то дать. И давайте так, я после каждого слайда буду делать небольшую паузу. Если вам есть что сказать, поделиться какими-то мыслями по этому поводу, задать вопросы, опять же, по заданиям, то говорите, мы будем обсуждать те или иные моменты. Соответственно, если вопросов не будет, то мы будем продолжать. Да, если не успели, в любом случае пишите, хотелось бы тоже обратную связь получать. Дальше, следующее задание, 5-е, на умение составлять и анализировать, самое главное, алгоритмы исполнителя. Здесь чаще всего алгоритм, и на экзамене, кстати, такой был у нас в регионе,
алгоритм, связанный с переводом в двоичную систему счисления и обратно, с какими-то дополнениями из разряда, что при таком-то условии дописываются там единички, нолики внутрь числа, ну и так далее. Ну, как видите, балл, в принципе, ну, вполне себе нормально, то есть он укладывается в те рамки, которые есть. Но вот среди ребят, которые не сдали, не набрали проходной балл, показатель достаточно низкий. На самом деле это немножко странно, это хуже, чем в предыдущие годы, потому что алгоритмы достаточно стандартные, по большому счету не требуют каких-то дополнительных знаний, кроме умения переводить и внимательно читать, конечно, да, то есть просто осознать, что происходит. Небольшой, скажем, аналитический момент нужен, и почему-то, собственно, с ним как раз не справились. Вот, да, кстати, надо отметить, что балл даже среди тех, кто от 80 до 100 набрали, ну, в принципе, большой, понятное дело, 87, но, ну, если посмотреть по другим заданиям, он ниже, чем по остальным заданиям базового уровня. Дальше, 6-е задание. Оно немножко изменилось, потому что раньше, так как не было компьютерного варианта, был вариант задания, где можно было программу, вот если бы был компьютер, можно было набрать или скопировать программу и, соответственно, запустить. И ответ практически моментально будет получен. Понятно, что при компьютерной форме такое задание не имеет смысла абсолютно никакого. И задание изменилось, и были различные формулировки из разряда, что подобрать число, которое будет выдавать такой же ответ, что и при там конкретно заданном числе. То есть, по большому счету, задание изменилось как раз под компьютерную форму, иначе бы, как я уже говорил, оно не имело смысла. Опять же, надо отметить, что задание достаточно высокий показатель имеет, даже среди тех, кто не сдал, собственно, экзамен, не получил проходной балл. Тут надо отметить следующий момент. Кстати, если у вас есть другая информация, тоже просьба отреагировать, потому что статистика, к сожалению, у меня не полная, но по той информации, которую я владею, на всех пунктах проведения, которых я знаю, была следующая ситуация. Та программа, которая была установлена для просмотра PDF, она позволяет вполне себе достаточно корректно скопировать информацию и вставить в среду программирования. То есть, вот, например, мои лицеисты все поголовно спокойно скопировали, вставили в Python и запустили программу, а дальше уже ее модернизировали, чтобы подобрать там числа и так далее. Если вам известна ситуация, что вот у вас так не получилось, если там PDF-просмотрщик не позволял это сделать, ага, вот, у кого-то не копировалось. Да, кстати, вот в этом плане, если есть возможность, еще бы хотелось узнать, где это было, да, то есть там, ну, условно говоря, город хотя бы, вот, потому что с теми коллегами, с которыми общались на курсах и так далее, ага, в Усинске, вот, хорошо, спасибо большое. Вот, от остальных тоже бы хотелось какую-то связь, если есть такие моменты. Вот, тут, ну, опять же, как раз технические моменты, наверное, для некоторых сыграли некую роль, да, то есть вот у кого не копировалось, на самом деле можно вполне себе эту программу было набрать, и тут, опять же, многие говорят, что, ну, честно, не честно, но специфика языка программирования, что на языке Python программки сами по себе короче и перенабрать чуть-чуть быстрее. Вот, и некоторые отмечают такой момент, да, вот, ну, как раз ребята вынуждены были набирать, проще, возможно, набрать, чем анализировать для некоторых, да. Понятно, что если ученик не силен в программировании, в анализе программы, то ему проще набрать и, ну, условно, подбирать. И такие случаи были, и вполне себе удачно решали, собственно, задачу, да. То есть, если даже, я говорю, оценить балл среди тех, кто не сдал, ну, он достаточно высокий на самом деле, потому что если по остальным смотреть, там далеко не всегда так все хорошо. Вот, поэтому тут вариантов, собственно, решения этой задачи было как раз два, по большому счету. Это аналитический, когда просто учащийся осознает все конструкции, осознает, как это работает, и выдает ответ. Кстати, авторами заданий предполагается, что это задание бескомпьютерное, в принципе, да, то есть оно на аналитику и есть. Но второй вариант как раз это набрать эту программу или скопировать и, соответственно, запустить и каким-то образом либо модернизировать, либо, опять же, подбирать. То есть все равно это удобнее, чем, ну, быстрее, чем руками подбирать, если есть проблемы с осознанием работы алгоритма. Дальше, 7-е задание. На умение определять объем памяти. Тоже задание стандартное, оно было всегда. Процент, как ни странно, немножко просел. Раньше было лучше, скажем так.
по мне, честно говоря, абсолютно непонятно, почему так произошло, потому что задание, как я уже сказал, не менялось абсолютно. Здесь понятно, что вот как раз процент низкий, он, кстати, традиционен для тех, кто сдает экзамен. Это, скорее всего, люди, которые пришли, так скажем, на экзамен, на всякий случай, да, попробовать себя или там, просто так. Потому что седьмое задание, знание, по сути, единственная формула из информатики, не более того. То есть задание легкое, но требует вспомнить, так скажем, формулу для вычисления, не более того. Поэтому как раз не совсем понятно, почему задание просело. Если у вас есть мысли по этому поводу, можете высказаться. Для меня это загадка, честно говоря. Дальше, соответственно, восьмое задание. Тоже достаточно традиционное. Собственно, необходимо так или иначе оценить, так скажем, задание с буквами зачастую, да, то есть и было несколько версий этого задания. Один из вариантов – это необходимо было посчитать количество слов с заданным условием, задано, сколько раз встречается та или иная буква, надо посчитать, сколько слов вот с такими буквами, при том, что набор букв задан и длина слова задана. В демо-варианте появился тоже традиционный, в принципе, вариант этого задания, он был раньше на экзаменах, заключается в том, что у нас есть, опять же, длина слова, дан набор букв, и, соответственно, они каким-то образом чередуются, вам нужно определить, на каком месте стоит слово с определенными заданными условиями. В демо-варианте задано там слово на букву «Л» начинается, первое слово на букву «Л». Да, кстати, вот спасибо за комментарии, очень ценные ваши комментарии. В седьмом задании действительно, да и вообще во многих заданиях, на самом деле, вот одна из проблем, которая обсуждается, я думаю, все согласятся со мной, неправильно читают задания в принципе. И второй момент, когда решают задание, понятно, что задание разбивается зачастую на какие-то подпункты, и когда решают основную какую-то сложную задачу, не дочитывают вопрос, то есть они получили ответ, теоретически, в целом-то правильный, да, идейно, но не сопоставляют форму ответа и форму вопроса. Это очень большая проблема, к сожалению. Я даже по своим лицеистам смотрю, они молодцы, в принципе, они решают много чего, но очень часто на статградах, когда тренируемся, ошибки именно такого сорта. Нашли, в целом-то правильно, то, что нужно почти, но вот не делают эти последние полшага, которые ведут к ответу. Да, поэтому находит иногда вес цвета, а вот саму палитру потом не определяет. Это да, есть такая беда. Вот, соответственно, по восьмому заданию тут, опять же, зависит от самого задания. Да? То есть если говорить про конкретно экзаменационное задание, оно было связано с определением количеством слов, которые определенными свойствами обладают. Да? Там такие буквы есть, таких букв нет и так далее. Опять же, компьютерная форма этого задания не подразумевалась, то есть авторы традиционно подразумевали, что это задание будет решаться аналитически. Здесь, опять же, матстатистика, если проходится в школе, очень сильно помогает. Те, кто готовится к ЕГЭ по математике, матстатистику часто проходят. Но проблема в том, что матстатистику часто вообще не проходят, да, и комбинаторику в частности. Поэтому аналитический такой вариант, просто догадаться, как там чередуются буквы, комбинаторные какие-то методы, даже если не знают, то до них обычно доходят каким-то образом аналитическим. Но в этом году, понятно, можно было использовать различные среды программирования, чтобы получить тот или иной результат. Здесь, правда, сразу нужно отметить такой момент. Вот, опять же, статистически, какие языки программирования чаще используются для решения. Опять же, если не согласны или есть какие-то мысли по этому поводу, можете прокомментировать, но вот среди знакомых, среди коллег и учащихся, с которыми я общаюсь на курсах и так далее, вот такое мнение общее, что Python для этого подходит очень неплохо, потому что очень много встроенных функций для обработки и так далее. Вот. Хотя в данной задаче, вот лично по мне, Python не так много преимуществ имеет. В принципе, в любом языке программирования можно закодировать циклические конструкции, перебирать буковки, составлять из них какие-то конструкции, строки или еще что-то, не обязательно, кстати, строки. Вот. Но ребятам многим как раз проще работать со строками, и вот они как раз говорят, что Python в этом плане, так скажем, им показался проще и выгоднее в этом задании. Вот. Дальше, 9-е задание. Как видим, очень достаточно большой процент выполнения.
Потому что нужно, собственно, было проанализировать в электронной таблице достаточно стандартные вещи. И те, кто сдавал ОГЭ или готовился к нему, по крайней мере, достаточно легко справлялись. И мы видим, что даже те, кто не набрал балл, собственно, необходимый, пороговый, достаточно неплохо его решают, потому что с Excel, с основными формулами знакомы практически все. Но опять же, вот тут вопрос к вам, и хотелось бы комментарии услышать. Опять же, все, с кем я общался, говорят и утверждают, что Excel везде был на местах, то есть OpenOffice ни у кого, точнее так, OpenOffice, возможно, и был, но все равно основным инструментом для ребят был Excel. Я знаю, что в некоторых регионах, как ни странно, на пунктах проведения там питерских был только OpenOffice, ребята узнавали об этом только придя на пункт проведения. Насколько мне известно, у нас в пунктах проведения, опять же, это наследие ОГЭ, везде Excel установлен. И ребята вроде как везде имели возможность пользоваться Excel, а не OpenOffice. Могли, конечно, OpenOffice, но, опять же, мало кто, наверное, пользовался, если есть Excel. Поэтому результат традиционно высокий, и, собственно, проблем особых не выявил. Дальше. Умение использовать средства поиска операционной системы для текстового документа. То есть тут задание тоже, назвать его прям, как сказать, традиционным тоже, наверное, можно, потому что если брать статграды, которые были, там, демонстрационные варианты различные и так далее, задание тоже несложно, как мы видим, по проценту. И если посмотреть на процент тех, кто не набрал, опять же, пороговый балл, очень высокая выполняемость, надо просто было воспользоваться поиском в Word и, соответственно, найти нужные слова. Здесь в статградах были некоторые замечания, некоторые проблемы. Если вы прорешивали статграды, если вы ребятам выдаете, то можете вспомнить первый статград, где была очень странная картина. По-моему, там была капитанская дочка, и в названии текста было название «дочка». И была картинка, собственно, титул как бы книжки, там тоже на картинке было написано «Капитанская дочка». И в тексте были несколько раз слово «дочка», и был вопрос, собственно, название считать, не считать, считать ли слово «дочка» на картинке, да, там много было вопросов, но на экзамене, естественно, таких вещей не было, там все достаточно четко было сформулировано, и, как мы видим, задание, собственно, действительно проблем таких больших не вызвало. То есть здесь нужно помнить о том, что можно в Word и нужно пользоваться поиском, и у этого поиска есть определенные настройки, которые позволяют искать с учетом регистра полное совпадение, неполное совпадение и так далее. Потому что в этом задании очень часто есть формулировки, связанные с формой слова, да, то есть надо ли искать другую форму слова и так далее. Вот. И нужно, кстати, в этом плане отметить интересный момент. Если брать, например, демо-вариант, то можно увидеть такую вещь, что там есть слово «долг», которое нужно найти, и не интересуют как раз другие формы слова, там, долги и так далее. И тут как раз интересный момент, на котором дети иногда попадаются. Если формулировка такая, что другие формы как раз интересуют, наоборот, то иногда забывают про ситуацию, например, попалось слово «долги». То есть они ищут все формы слова, а при этом пропускают слова, которые, собственно, к слову «долг», например, не имеют никакого отношения. Вот, поэтому на этом тоже есть смысл заострить внимание, потому что это, по сути, ошибка на внимательность. И если пользоваться стандартными средствами, то с левой стороны в Word появляется просто список всех найденных слов. Их, как правило, немного все-таки, да, то есть их ограниченное количество. То есть про ту же капитанскую дочку, если смотреть, то самих слов там обычно не более 20, скажем так, да, плюс вот отсортировать и посмотреть, какие слова нужны, какие не нужны. Поэтому задание достаточно легкое, и скорее ошибки связаны с внимательностью, с прочтением задания и с тем, что просто пропустили некоторые слова, либо, наоборот, взяли те, которые не нужно было брать. Так, соответственно, следующий слайд. Опять же, если есть какие-то замечания, идеи по поводу предыдущего слайда, можете прокомментировать. Так. Соответственно, начиная со следующего слайда у нас будут появляться задания, которые являются уже повышенной сложности, и здесь, соответственно, балл потихонечку будет проседать, хотя есть тоже некоторые исключения. 11 задание тоже достаточно традиционное, оно на самом деле отличается от 7-го незначительно, оно чуть-чуть более, так скажем, закручено, у вас добавляется несколько действий для подсчета. Но от 7-го
не сильно отличается, и основные проблемы, опять же, связаны с тем, что невнимательно читают, и вот как раз первая фраза гласит примерно следующее, ну, как пример, да, что кодируется пароль из 15 символов, и, соответственно, в пароле могут быть такие-то символы, ну, и перечисляются символы, либо их мощность алфавита дается, вот, и начинает, собственно, кодировать не то, не символы, а вот, собственно, пароль начинает кодировать, да, сразу, и получает не тот ответ. Вот. Опять же, немножко странный показатель среди тех, кто не набрал минимальный балл, вообще никто не решил это задание, хотя раньше, в предыдущие годы, показатель был выше. Абсолютно непонятно, почему так. Задание было стандартно, никаких там подводных камней вроде бы на экзамене не было. Ну, по крайней мере, среди тех вариантов, которые я знаю. К сожалению, варианты закрыты. Понятное дело, что все варианты мне недоступны тоже. И, опять же, если вот у вас есть какие-то догадки насчет того, почему вот прям такой показатель, можете, собственно, сказать. Да? То есть, ну, по мне, так основная проблема, которая в этом задании есть, это невнимательное прочтение и традиционная загвоздка, которая есть, на которую часто не обращают внимания, это то, что сперва все кодируется в битах, а потом в какой-то момент при переходе там, от пароля к там, кодированию человека в системе, да, переходим в байты. И неправильно округляют не в ту сторону, понятно, что надо больше округлять. Вот. Но, опять же, нулевой результат немножко странен, потому что всегда кто-то да что-то решал, даже среди тех, кто не набрал пороговый балл. 12 задание. Умение анализировать, исполнять алгоритм. То есть дано достаточно подробное объяснение, как работает алгоритм, нужно его выполнить. Задание достаточно традиционное в том плане, что оно было и на статградах, и в демках, и так далее, ну и до этого было в экзаменах. То есть нужно проанализировать, как себя будет вести, как правило, там, числовая последовательность, много-много-много циферок каких-то, и алгоритм, который их обрабатывает. Опять же, аналитически решается замечательно, и задание предполагает именно аналитическое решение. Но, опять же, наличие компьютера дало возможность ребятам все это дело запрограммировать. Во многих средах программирования есть возможность работать со строковыми величинами. Правда, здесь опять же возникает вопрос большой, как сделать так, чтобы сравнительно быстро это реализовать, да, потому что на вход подается в данном варианте там было 78, да, то есть вот в некоторых средах у ребят возникли проблемы с тем, как сделать вот эту большую последовательность строковую, да, то есть, ну и опять же, многие утверждают, что в Python это гораздо проще делаться, чем в остальных средах. Ну, отчасти, наверное, с этим можно согласиться, потому что в Python есть специальные конструкции, которые, кстати, если переписывать программу на язык программирования, ну, практически один в один с точностью до синтаксиса перепишется программа, и она замечательно решает поставленную задачу. Но, опять же, если участники владеют навыками работы со строковыми величинами в той или иной среде. Кстати, мы об этом чуть поговорим. Со строками не все так хорошо у участников экзамена. Хотя в данном случае высокий балл, но это скорее балл высокий за счет того, что именно аналитические задачи решаются достаточно легко. Вот. Ну и, соответственно, среди тех, кто порог не преодолел, тоже есть те, кто решил это задание. Кстати, есть, так скажем, информация некоторая статистическая насчет того, что вот те, кто попал вот в категорию не перешагнувших балл, как правило, они не программируют вообще. Ну, точных данных, конечно, нет в силу разных обстоятельств, но косвенно это подтверждается рядом заданий. То есть, и, скорее всего, вот этот балл как раз связан с тем, что они не программировали, они нашли ответ аналитически. Вот. Дальше, 13-е задание. Оно традиционно, но, опять же, оно сильно напоминает задание, которое было в ОГЭ. Соответственно, те, кто готовился к ОГЭ, знают, как его решать. Единственное, что оно сложнее в том плане, что дорог в принципе больше, есть доп. Условия насчет того, что какой-то город надо посещать, какой-то город не надо посещать. Но мы видим, что даже среди не преодолевших порог у нас, собственно, третий решает вполне себе это задание неплохо. Опять же, потому что тут не требуется никаких средств программирования, и алгоритм по, собственно, решению этих задач достаточно отработан. То есть динамически пересчитать весь граф по городам для большинства, собственно, не представляет сложности.
Опять же, как показывает практика, общение с ребятами, задание не выполняется чаще из-за невнимательности. То есть на первом этапе неправильно, например, отсекли дороги, которые там, ну, заставляют нас посетить определенный город, да, или наоборот не посетить. Вот. И второй момент, просто невнимательно считают. То есть понятно, что это, ну, конечно, уже не начало экзамена, но и далеко не середина даже. То есть внимательность вроде бы должна быть, но просто бывают случаи, как раз, чем отличается от ОГЭ, что есть, как правило, узлы, в которые много достаточно сходится дорог, и исходя из этого, соответственно, ну, просто забывают посчитать какую-то дорогу. Вот и все. Так, дальше, 14. 14 задание сформулировано достаточно лаконично, знание позиционных систем, но повышенный уровень, соответственно, здесь не просто надо уметь переводить из одной системы в другую, надо уметь анализировать ситуацию с тем, что если мы получили разложение числа по степеням, основание системы вычисления, куда мы переводим, то мы можем сказать что-то про внешний вид числа. Ну, в частности, можем сказать, какие цифры у нас стоят на каких местах. Ну и, соответственно, в демо-варианте достаточно простой вариант этого задания, когда нужно просто степени четверки, ну, так скажем, превратить в степени 16, что делается достаточно легко. На экзамене же был немножко другой вариант задания, когда вам нужно было из одного числа вычесть другое число. То есть вот мы представили одно число с плюсиками, это то, из чего читаем, и второе число, то, что было с минусиками. И надо столбиком, по сути, вычесть и понять, что будет происходить. И вот как раз балл вообще нулевой среди тех, кто не сдал экзамен, он, ну, можно сказать, традиционен. То есть здесь, ну, совсем, ну, тоже нули, в принципе, были, но результат всегда близкий к нулю. То есть если что-то решали, то очень мало, потому что традиционные, стандартные алгоритмы знают, но шаг влево, шаг вправо уже не знают, к сожалению. То есть получается, что проанализировать запись числа по разложению, по полному, к сожалению, не могут. Вот. 15 задание. Традиционно низкий результат и средний, и среди тех, кто, соответственно, не преодолел порог. Какие сложности? Почему, собственно, результат низкий? Потому что задания бывают разных типов, и они решаются немножко по-разному. То есть здесь может быть и задание на делимость, и могут быть задания на геометрический смысл, то, что можно сказать, можно чертить, так скажем, прямые там, или какие-то кривые, скажем так, да, и применить то, что в математике называется simplex методом, найти оптимальное какое-то решение. Вот. Бывает, опять же, задания на паразрядную конъюнкцию, они были в различных демонстрационных вариантах, в различных источниках. Вот. И, собственно, разные виды заданий немножко по-разному можно решать. Аналитически, например, паразрядную конъюнкцию практически никто не делал, если сравнивать по результатам, которые у меня есть по учащимся. Ее можно запрограммировать, хотя все практически методы можно достаточно легко запрограммировать, и те, кто, кстати, видно, да, что вот те, кто в высокую зону попал, они, как правило, умеют хорошо программировать, они, собственно, дали здесь неплохой результат. Остальные видно, что так себе справились с этим заданием, потому что аналитически эти задания решаются не очень легко. Самый легкий вид задания, который решается сравнительно неплохо, это задание со множествами. Да, когда дано там какие-то условия, что x какому-то множеству должен принадлежать, какому-то не должен принадлежать, потому что там можно достаточно легко начертить эти множества и даже угадать можно, скажем так. В остальных видах заданий, особенно с паразрядной конъюнкцией, аналитически практически нельзя решить, честно говоря. Очень сложно, потому что когда, собственно, авторы заданий, в частности, Сергей Сергеевич Крылов выступал, как раз была речь о том, что задание с паразрядной конъюнкцией, собственно, собираются убрать с экзамена, потому что с ним справляются очень-очень плохо. Оно в свое время было, собственно. Вот. Но еще раз, программированием как раз это задание решается, почти все виды заданий решаются хорошо. А вот задания с множествами программируют крайне плохо, скажем так. Да? То есть все остальные виды хорошо программируют, а с множествами не очень хорошо. То есть его аналитически проще решать. Так, опять же, если есть комментарии по этим 5 заданиям, можете тоже что-то написать, свои мысли. Может, у вас как-то дела обстоят по-другому, может, там с паразрядной конъюнкцией только в путь решают, но мои, например, лицеисты паразрядную конъюнкцию программирование делают и вручную никогда не пытались даже делать.
не хотят. Так, стоп, что-то у меня странно перескочило, извиняюсь. Так, вот. Следующее задание, 16-е. 16-е задание на умение использовать рекурсию, вычисление рекурсивных функций. Здесь, опять же, вроде бы были всегда задания, которые вручную можно посчитать. В данном случае предполагалось, что задание будет выполнено именно на компьютере. Вручную задание считалось очень тяжело. Там, вроде бы формулировка многих обнадеживала, надо было там посчитать всего лишь 26 число, но вычисления были достаточно трудоемкие, и многие в этом ошибались. Опять же, вот те данные, которые есть, косвенно свидетельствуют о том, что те, кто программирует, с ним справляются хорошо. Те, кто не программирует или плохо программирует, как правило, справляются с ним плохо достаточно. Вот, хотя общий балл в целом-то неплохой. То есть задание традиционное, вроде бы, да, то есть есть рекуррентное соотношение задано, когда нужно остановиться, как нужно пересчитывать переход от одного числа к другому. Но еще раз, без программирования это задание... Некоторые, кстати, решали, нужно отметить, что вот если захотеть, можно аккуратно посчитать. И у меня такие ученики в качестве эксперимента, по крайней мере, на тренировках решали его. Вот. Но, конечно, лучше делать на компьютере и запрограммировать. Любая среда программирования позволяет создать, так скажем, записать рекуррентное соотношение в виде рекурсивной функции, запустить и получить ответ. Ну, собственно, вот те, кто умеет программировать, худо-бедно с этим заданием справлялись, хотя, опять же, по отзывам коллег и учащихся, к сожалению, некоторые в школе функции, тем более рекурсивные, не проходят. Или проходят очень-очень бегло, скажем так. И, к сожалению, это тоже дает свой негативный вклад в этот показатель. Хотя задание достаточно легкое. Так, 17-е задание. Тут уже понятно, что все больше и больше заданий на программирование, и очевидно, что без программирования набрать высокий балл становится все сложнее и сложнее. Поэтому, естественно, программирование нужно, и тренироваться в определенных задачах нужно. Задание номер 17, в принципе, было несложным. Ну, тут, опять же, 10-15 строк. Понятно, что это достаточно условно, зависит от среды программирования, которую вы используете. Но задание традиционно связано с делимостью, то есть нужно перебрать достаточно большой массив данных, ну и, соответственно, ответить на вопрос, ну, условно, сколько чисел обладает заданным свойством. В статграде, который был в том году, ну, в том учебном году, и в демо-варианте, там был, да, кстати, 17 задание поменялось, но вот то задание, которое было в те годы, и, ну, и, возможно, в том году, точнее, да, возможно, это сыграло тоже свою роль в плане того, что учащиеся просто ну, ориентировались не совсем на то задание, скажем так, да, то есть вот как раз был набор чисел, среди этих чисел нужно было найти, там, сколько значений удовлетворяет условию, и там нужно было определенную оптимизацию все-таки вводить, если даже демо-вариант посмотреть, там без оптимизации было, как ни странно, сложно решать. Но в любом случае это задание на программирование, и вот опять же косвенное подтверждение тому, что те, кто не набирает балл, они не программируют, и, соответственно, и общий балл проседает, и балл конкретной группы. Вот. Дальше, что касается 18-го. Здесь очень интересный момент. Задание, можно сказать, новое, потому что вот вроде бы, да, работа с электронными таблицами, тоже Excel, но не тут-то было. Потому что здесь нужно применять все-таки такие методы, которые, к сожалению, зачастую на обычных занятиях, когда мало часов, просто даже не проходят. И те, кто не смотрел демо-варианты, не смотрел статграды, к сожалению, здесь оказались в большом проигрыше, потому что здесь недостаточно знания просто Excel. Можно, конечно, было догадаться, но по большому счету здесь в этих заданиях необходим динамический пересчет, когда мы, находясь в определенной клетке, должны проанализировать, откуда было роботу выгоднее пройти. Соответственно, без вот этих знаний, без знаний динамики, просто знанием Excel было крайне сложно решить. То есть можно, конечно, было догадаться и придумать даже формулу, но вот как раз те, кто знает программирование, знаком с динамикой, как правило,
какой-то степени, да, соответственно, те, кто плохо программируют и задания не решали. Ну и, вот, собственно, средний балл среди всех достаточно низкий, можно сказать. Он укладывается, кстати, в рамки, во все нормы, но все-таки он низкий. Потому что, еще раз, без доп. Знаний, к сожалению, решить это задание было очень сложно. Но, опять же, надо отметить, что те, кто статграды прорешивал, те, кто прорешивал демо-варианты и вот пробники, которые были, они с этим заданием справлялись сравнительно неплохо. Ну, собственно, можно сказать следующее, что вот группа, которые набрали высокие баллы, это те, кто целенаправленно готовится и тренируется. Ну, это видно, что у них все-таки балл достаточно неплохой. То есть средний балл снизили как раз вот те, кто не очень хорошо готовился, скажем так. Потому что задание само по себе не самое сложное. Вот. Дальше задание 19-21. Опять же, если вы смотрели демо-вариант и все, что с этим связано, нетрудно догадаться, что это бывшее 26-е задание, разбитое на 3 отдельных задания, потому что раньше оно проявлялось вручную, и, соответственно, ставились отдельные баллы за каждый пункт. Здесь же, учитывая, опять же, специфику экзамена, это задание разбили на 3, и учащийся, собственно, отвечал на, по сути, практически те же вопросы, что были раньше в 26-м задании. Ну и видим, что действительно задания с каждым шагом, как и раньше, собственно, усложняются, да, потому что в первом задании, в первом пункте 26-го бывшего надо было ответить, ну, дать ответ на ситуацию, если у нас один игрок сделал ход, а дальше, соответственно, в следующем пункте, когда уже как бы и первый, и второй сделал игрок ходы и так далее. То есть ситуация потихонечку усложнялась тем, что просто больше ходов было. Ну и, соответственно, балл, как мы видим, потихонечку из-за этого снижался. Что здесь, опять же, нужно отметить? Какие есть способы решения и на что обратить внимание? Ну, во-первых, да, то есть, опять же, у нас есть компьютер, и это позволяет очень сильно облегчить анализ данных. То есть можно, конечно, решать стандартно аналитически, но если, опять же, анализировать 26-е раньше, которые были, вот та формулировка, которая сейчас, она, можно сказать, одна из самых сложных. В том плане, что у нас там есть 2 кучки, есть 2 хода возможных, применимых в каждой из кучек, и надо определить S, для которого что-то там выполняется. То есть были задания, я думаю, вы помните, когда S известно, и вам нужно по описанной ситуации определить, кто выиграет, да, обоснование, почему он выиграет и как должен ходить. Понятно, что если S неизвестно, то это сложнее задание само по себе, сложнее анализировать. Но 19-е задание можно аналитически решить, составив буквально парочку неравенств. 20-е можно решить аналитически, составив уже не парочку, а там, ну, от 4 до 6 неравенств, условно говоря, и решаются они сравнительно неплохо. А вот 21-е теперешнее составить уравнение и неравенство систему очень сложно, потому что там такая формулировка интересная, что Ваня может выиграть либо первым, либо вторым ходом, но гарантированно первым ходом не может выиграть. То есть понять, в каком случае, где он должен выиграть и, ну, соответственно, и не проиграть, очень сложно аналитически. Поэтому, опять же, в плюсе оказались те, кто пользовался компьютером. Один из вариантов – это построить в Excel таблицу, которая поможет нам просто, ну, такой полупереборный вариант. То есть мы будем входное число S подбирать и смотреть, что у нас получилось с точки зрения выиграл, не выиграл. В Excel это как раз хорошо сделать с помощью, соответственно, формул и условного форматирования. Но было еще интересное решение, рекурсивное. То есть мы можем, в принципе, написать рекурсивную функцию. Кстати, таких людей, кто писал рекурсивную функцию, было достаточно мало, насколько мне известно. Опять же, по моим данным, они, естественно, не полные, поэтому если есть какие-то комментарии, если у вас учащиеся пишут именно рекурсивные функции, это здорово. Как бы. Это сложно очень на первых этапах понять, но если сообразить, как это делать, то, опять же, компьютер за нас все сделает. То есть если мы его научим правильно, то он моментально это все делает. Те, кто пользовался компьютером, конечно, большинство использовало Excel, и в Excel, как я уже сказал, ну, по сути, Excel – это инструмент, который позволяет нам быстрее проанализировать. То есть перебираем варианты, смотрим, как меняется ситуация. Вот, поэтому, опять же, просьба отреагировать. Если среди ваших учащихся те, кто программировал именно с помощью рекурсии данные задания, пока, собственно, реагируете, я немножко
хотел бы сказать по поводу того, что дальнейшие семинары, которые у нас планируются, и если будет такое желание у вас, мы можем как раз определенные типы заданий обсудить, обсудить их решения. Я, собственно, могу показать и рассказать как раз, как их можно делать, различные виды, в том числе и рекурсивно запрограммировать. Но об этом в конце я чуть попозже скажу еще. Так, то есть я так понимаю, среди тех, кто есть... Ага, программно рассматривать, да, то есть, ну, вот, опять же, тут такой момент, что многие рассматривают, да, то есть пытаются объяснить, но, к сожалению, это очень тяжело заходит, очень трудно дается учащимся, и на экзамене, и на тренировках мало кто этот все-таки метод применяет. Я даже по своим лицеистам могу судить, что даже те, кто программирует неплохо, даже те, кто знаком с функциями, с рекурсиями, не очень они любят, ага, вот сложнее заходит Excel. Интересно. Ну, смотрите, в Excel на самом деле, ну, немножко от темы, наверное, отойдем, но в Excel просто есть тоже разные способы решения. То есть можно сделать что-то наподобие дерева, ну, естественно, без стрелок, да, ну, вот дерево аккуратненько сделать. Есть способы, когда, ну, наверное, в разборах различных ребята тоже это видят, и у них отчасти от этого отторжение тоже бывает. Есть вариант, когда получается такое интересная структура, такой треугольник большущий, там надо смотреть очень на многие моменты, и сами, даже те, кто обычно это показывает, да, не сразу правильно делают, так скажем. Поэтому вот интересная мысль, на самом деле, что Excel сложнее заходит. Вот среди тех, с кем я общался, и среди своих учеников, например, с точностью да наоборот. То есть Excel хорошо заходит, ну, все наглядно, все, ну, как они говорят, да, то есть долго делается, ну, вот, аккуратненько надо сделать, да, сравнительно долго делается, но понятнее, то есть вот, как ни странно, рекурсию не очень любят. Вот, поэтому, ну, да, интересно, что у вас программно, как бы, ну, во-первых, то, что рассматриваете, это хорошо, и то, что Excel сложнее заходит, для меня немножко так это новость, скажем так. Вот, ну, хорошо. Так, давайте дальше. Ну и, собственно, последняя, так скажем, вторая самая сложная часть, очевидно, традиционно, да, то есть вот здесь, кстати, баллы, можно сказать, что мало изменились, ну, плюс-минус из года в год, конечно, они немножко где-то выше, где-то ниже, но в целом картинка вообще мало поменялась. 22-е задание, как мы видим, достаточно неплохой балл, кстати, он поднялся. Ага, ну вот комментарий насчет того, что программирование больше, чем в Excel. Ну, да, я потом немножко тоже по этому поводу некоторые комментарии дам. Хотя нет, давайте пока вот, собственно, далеко не отошли. Тут такой момент. Понятно, что программы у всех разные, и если брать абсолютно стандартную программу, то программирование все-таки страдает по ряду причин. То есть, во-первых, его в целом не так много, да, и зачастую за счет этих часов начинают закрывать какие-то другие моменты, и иногда, не знаю, согласитесь со мной или нет, но ребята иногда говорят, что мы вот вместо программы, да, то есть нас натаскивают на ЕГЭ. Это на самом деле там, в 8-9 классе зачастую, и повторять, немногие повторяют, то есть если есть у вас спецкурс какой-то по подготовке к ЕГЭ, там повторяют. А если говорить про стандартную программу Excel, вот когда-то там прошли и забыли благополучно, вот, поэтому тут есть такая беда. Да, и, ну, опять же, я в конце это еще раз, наверное, прокомментирую. К сожалению, программирование очень сильно страдает, несмотря на то, что если брать все баллы за экзамен, можно на программировании очень хорошо заработать баллов, даже в тех заданиях, которые не подразумевают программные решения. Вот. Опять же, общаясь с коллегами на курсах, такой комментарий насчет программирования, что у нас 1 час в неделю информатики, когда же мы программированием-то будем заниматься? И даже по стандартной программе в ГОС, там в некоторых местах мелькает такая информация, что 1 час на сортировке стандартный, 1 час на сортировку быструю. Это с учетом практики и всего остального. Ну, понятно, что это крайне сложно, так скажем, все это дело успеть. Ну да, вот тоже правильный комментарий насчет того, что программирование, то, которое есть, оно заточено больше на подготовку к ЕГЭ, а не на алгоритмы, которые, наверное, все-таки нужно изучать, потому что последние задачи, об этом мы сейчас будем говорить,
программирование немножко нестандартное, оно нужно. То есть стандартный алгоритм – это хорошо, это база, да, но этого часто не хватает на задачах, где нужно чуть-чуть его как-то осознать, подредактировать и так далее, да. Ну, да, что ж тут скрывать, 1 час в неделю ни на что не хватает, я полностью согласен. Так, ну, давайте так, дальше продолжаем, да, то есть 22-я задача, как мы видим, уровень достаточно хороший, он традиционно, кстати, хороший для таких задач. Раньше даже при решении аналитически этого задания процент был достаточно высок, то есть, ну, собственно, программные среды здесь не шибко-то и нужны. Ну, в чем проблема задания, напомню, да, нам нужно определить входные данные так, чтобы получить определенные выходные данные. Для этого для аналитического решения необходимо, естественно, понимать алгоритмы, либо, что тоже, кстати, хорошо проходит, вот, и косвенно это подтверждает, ну, сравнительно высокий, кстати, балл среди тех, кто не набрал минимальный балл, можно, в принципе, было подбирать, да, то есть вот мы просто подставляем, и после того, как мы делаем ручную трассировку, понимаем, что, ага, вот там такой-то алгоритм, то есть вот взяли число, на выходе получили некие характеристики этого числа, там, ну, количество цифр, например, да, либо там минимальную, максимальную цифру числа. И можно догадаться, даже не сильно зная, вот, как программировать. То есть вот основные конструкции худо-бедно, кстати, многие знают, и за счет этого вот здесь, в принципе, выезжают. Можно анализировать, естественно, более глубоко, когда мы знаем алгоритмы и понимаем, что происходит. Ну, кстати, основная проблема этой задачи в том, что в обратную сторону прокрутить алгоритм проблематично, потому что мы не знаем точки выхода из цикла while и из условного оператора, когда мы решаем задачу в прямую сторону. Ну, в обратную, соответственно, из этого мы не можем прокрутить. Вот. Собственно, балл немножко подрос, потому что можно на компьютере, опять же, скопировать все это дело в программную среду, обрамить всю задачу циклом переборным, да, вот у нас в примере там есть считывается x, и потом что-то с ним делается. Вот вместо считывания просто обрамляем в цикл, на выходе, там, где у нас были там принты, проверяем, если у нас выходные данные равны тому, что надо, то вот выводим ответ, который был. То есть программная задача решается достаточно просто. Вот. Но и аналитически, еще раз, она решается достаточно просто, и она в первую очередь подразумевается именно как аналитически решаемая, а не программно. Вот. Но, я говорю, процент подрос как раз, наверное, все-таки за счет того, что те, кто умеет у нас... Так, откуда файл PDF? В смысле, откуда у вас, в принципе, KIM это, собственно, не бумажный, а электронный, и с электронного варианта... Так, еще раз, не совсем понял вопрос, в смысле для копирования. Ну, нет, все понял. Нет, ну, электронный документ у вас есть. Ну вот, с электронного варианта, я, может, немножко не совсем правильно сказал, то есть с электронного варианта, в принципе, у многих копировалось нормально. Вот. Там, ну, оболочка, да, там специально, но у большинства копировалось, и как раз, наверное, это связано так или иначе, может быть, с PDF-ками. Вот. Бумажного варианта не было, но с электронных версий у большинства копировалось. Поэтому немножко странно, почему у некоторых это не происходило. Так, хорошо, давайте дальше тогда, если, не знаю, вопрос снят, не снят, если что, потом обсудим. 23-е задание тоже сравнительно традиционное, на умение анализировать алгоритм, и здесь тоже традиционное задание на, по сути, динамический пересчет. Один из вариантов просто составить таблицу и пересчитать, сколько программ может у нас получиться из тех данных, которые были раньше. То есть вот, ну, просто пересчитать таблицу аккуратно. Ага, ну да, вот комментарий говорит, что, может быть, не пытались копировать. Кстати, может быть, поэтому вот идея такая, когда будете готовить своих ребят к ЕГЭ, ну, подскажите им такой момент, что с электронной версии, ну, у большинства, по крайней мере, копировалось, поэтому, ну, странно, что вот сказали, что не копировалось, может, просто действительно не пробовали. Вот, потому что, ну, подсказка, я думаю, хорошая, вместо того, чтобы набирать там 3-4-5 минут. Кстати, еще проблема такая, что в демо-версии нельзя было. Ну, в демо-версии с PDF-ки, кстати, копировалось, и вот в электронной оболочке, которая у нас, по-моему, тоже копировалась, поэтому тоже странно. Тут я, наверное, не смогу прокомментировать, но с электронной оболочки тоже копировалось у нас. По крайней мере, когда вот мы пробовали, оно вполне себе копировалось. Вот.
Мгм. Интересно. Ну, ладно, как бы я тут ни в коем образом не спорю, как бы вот просто хорошо, что обсуждаем, интересный момент, будем знать. Но в любом случае, напоминайте ребятам о том, что, ну, попробуйте хотя бы скопировать, потому что печатать, конечно, дольше, чем копировать. Кстати, столкнулись с интересной такой ситуацией, что в некоторых PDF-ках, когда копируются, ну, на тренировках, на всяких, да, особенно вот как раз попались те, кто на Python пишет. В Python, насколько, ну, надеюсь, вы знаете, что в Python отступы важны, да, и случилась такая интересная ситуация, пытались скопировать, когда один из отступов уехал сам по себе. То есть программа запускается, она выдает не тот ответ, который нужен, и, ну, как бы хорошо это было на тренировке и заметили. Вот, поэтому при копировании тоже могут быть всякие нехорошие вещи, поэтому пусть пытаются пробовать копировать и пусть, соответственно, смотрят, что, ну, как бы не уехало ли что-нибудь. Во многих средах это не критично, в Python это прям очень критично. Вот. Хорошо, возвращаемся к 23-му. 23-е, по сути, нужно составить таблицу для динамического пересчета. Тут тоже немножко странный результат, потому что вот те, кто не преодолел минимальный порог, они обычно худо-бедно это делали, потому что это бескомпьютерный вариант, это чисто аналитическое задание. Тут компьютер, кстати, ну, даже навряд ли поможет, потому что есть числа, которые вот эту общую, как сказать, общую тенденцию ломают. Да? То есть в Excel, например, формулы не сработают, ну, точнее так, они сработают до определенного момента. И проще ручками учесть тот момент, что через какое-то число надо проходить, через какое-то не надо. Но в целом, как ни странно, балл ну, такой традиционный, скажем так, да, не сильно поменялся. Вот. Ну, а дальше начинается немножко интересная вещь, потому что здесь сравнивать с предыдущими годами, наверное, не совсем корректно. Во-первых, в силу того, что проверка была совсем другая, и задания тоже поменялись достаточно сильно. 24-е задание. Процент достаточно низкий, и как мне это видится, мы можем этот момент обсудить, может, у вас какие-то другие видения. Я, к сожалению, не видел программ, то есть если раньше мы проверяли руками и все задания, все решения, точнее, видели, то сейчас мы решений вообще никаких не видим. Соответственно, вот этот процент для меня достаточно низкий, но я со своей стороны могу предположить только, что 24-я задача плохо решается из-за того, что мало навыков работы со строками. Потому что со строками, во-первых, мало в принципе работают, ну, опять же, в силу тех обстоятельств, которые мы обсудили. И, соответственно, во многих средах программирования есть некоторые сложности работы с особенно длинными строками. Вот особенно наблюдались там проблемы с тем же Паскалем, но если посмотреть на новые версии Паскаля ABCNet, то там появились, кстати, новые интересные вещи, которые позволяют и с длинными строками работать. Ну, они, кстати, не этот год появились, а несколько лет назад, но про эти вещи многие не знают. Поэтому я связываю все-таки вот такой низкий процент, во-первых, с неумением программировать в принципе, собственно, с проблемами с файлом. Притом здесь надо вот отметить, да, кстати, подтверждает мои слова, не считывался файл. То есть и технические проблемы были, но опять же, по статистике, по крайней мере, по официальной, технических проблем практически не было. И ну, проблема такая, что работать с файлами вообще не умеют. Ну, их не учат просто в школах, к сожалению, не хватает времени, там еще по каким-то причинам, не учат работать с файлами. Кстати, здесь тоже был интересный такой обходной маневр. Можно было из файла скопировать все символы и прямо в программу сформировать строку из этих символов. Ну, собственно, многих это спасало, даже если они не умели работать с файлом. Но, еще раз, работа со строками в принципе у многих, к сожалению, отработана плохо. Ну да, вот комментарий тоже вполне себе, я с ним согласен. Должна стоять последняя версия Паскаля для того, чтобы можно было нормально работать. Опять же, по крайней мере, ну, статистически вроде бы всем были разосланы рекомендации, какие версии ставить, и там везде были указаны последние версии, в том числе и Паскаля. Вот. Ну, это задание действительно очень неплохо делается в Python. В C++, кстати, тоже, если знание строк есть, оно там тоже неплохо делается, но действительно, многие, с кем я знаком, общался по этому поводу, тоже говорят, что ребята, которые с Python знакомы, справляются с заданием лучше, чем остальные, скажем так. Да? Вот. Ну, видно, что данное задание, в принципе, просело даже среди тех, кто достаточно неплохо выполняет, то есть у кого высокобальники, да, то есть 80-100 категория.
к сожалению, с этим заданием все-таки справились не очень хорошо. Ну, в том числе по невнимательности, на самом деле. Например, традиционная ошибка в этом задании, ну, напомню, да, давайте вкратце, что у нас длинная-длинная последовательность, нужно было, например, определить длину, максимальную длину последовательности, которая обладает каким-то свойством. И многие искали, так скажем, ситуацию, когда последовательность должна закончиться. Ну, вот в демке там было 2 подряд идущие буквы П, по-моему. И многие забывали про очень простой случай. Последовательность может закончиться не чем-то плохим, а закончится строка просто. Ну, строка закончилась, значит, последовательность закончилась. И вот эту последовательность просто забывали. Вот. Ну и, понятно, там были ошибки программного сорта в том числе. Но, честно говоря, для меня немножко вот странно, что настолько низкий результат вот среди высокобальников. Да, кстати, вот насчет демо-варианта, ну, тут я не знаю, насчет называть ее, ну, как бы некорректной, да, наверное, нельзя, но она странная, честно говоря. У многих ребят, которые ее читают, ну, не с первого раза доходит, что надо сделать. Вот действительно, как бы такое, ну да, непонятно, скорее, она не некорректная, она непонятная. То есть надо вчитаться и понять, что там надо сделать. Вот, на экзамене вроде бы формулировки обычно достаточно точно сформулированы, и проблем с этим обычно нет. Так, дальше, 25-я задача. 25-я задача, здесь как раз сложность была в том, при подготовке в частности, что виды заданий бывают немножко разные, но основная суть в том, что без оптимизации этой задачи она решается достаточно долго. Ну, суть в том, что у нас самих чисел много достаточно. Ну или, кстати, вот в демо-варианте там интересная такая формулировка, там непонятно сколько заданий, надо первые 5 найти, но начинаем, мы стартуем там с числа 700 тысяч, ну даже 700 тысяч один, там строго больше надо, да, но мы не знаем, сколько их будет. Точнее, мы знаем, что их будет 5, но не знаем, какой последний будет. Кстати, во всех вариантах, которые были, их немного, то есть их там, ну, порядка там, 20-30, не больше. То есть до там миллионных значений мы даже не доходим. И плюс, если делать в лоб, то внутри перебирать много достаточно, и получается, что задача просто по времени очень долго выполняется, и очевидно, что нужно ее оптимизировать. Оптимизировать проще всего, конечно, за счет внутренней обработки, за счет обработки делителей, то есть перебирать делители не все подряд, а до корня квадратного, и, соответственно, анализировать каким-то вот хитрым образом этот момент, что если мы нашли, например, до корня какое-то число, то у него обязательно, у этого делителя есть парный делитель вот в той части, которую мы не рассматриваем. То есть мы можем рассмотреть кусочек до корня, находя там какие-то делители, легко найдем делители из той части, которую не рассматриваем. Это, конечно, оптимизация очень сильно помогает, и практически во всех задачах она так или иначе использовалась. Вот. Да, кстати, еще тут надо отметить момент такой, что... Ну да, вот тоже комментарий вполне себе по делу, проверка не программирования памяти, да, то есть вот здесь, ну здесь на самом деле можно так сказать, что тут проверка умения оптимизировать, то есть понятно, что можно в лоб запрограммировать, и она, кстати, заходила, и некоторые, кстати, тактически, наверное, правильно делали, особенно те, кто на 27-ю не покушался никоим образом, они говорят, вот мы в начале экзамена запустили 25-ю, она там, ну, условно говоря, за час отработала. Ну, почему бы нет? На самом деле тактика тоже неплохая. Какие-то баллы за это получили. Вот. Можно, в принципе, неоптимальный вариант запускать, занять, так скажем, среду программирования. К сожалению, тот же Python, он такой однозадачный в том плане, что если вы запустите одну программу, то вторая, к сожалению, уже в этой же среде не запустится. Ну, по крайней мере, она переходит первую, и придется заново ее запускать. Вот, кстати, насчет сред программирования... Были установлены по несколько оболочек, тот же Python, например, и DLE был установлен, и Wing можно было, ну, условно говоря, одну программу на одной среде запустить, другую на другой. Вот. Поэтому можно было немножко выкрутиться в этом плане. Ну, соответственно, процент тоже некорректно сравнивать с предыдущими годами, там задачи были все-таки немножко другие на обработку. Ну, процент, ну, в целом, кстати, неплохой достаточно, потому что задачи лобовые, они все-таки, к сожалению, долго очень работали, и многие просто их не делали. Вот. Надо было оптимизировать желательно. Дальше. 26-я задача, умение
обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки. Вот насчет сортировки это такая маленькая, но подсказка. Беда, правда, в том, что многие учащиеся и преподаватели не говорят про то, какие навыки, умения анализируются в той или иной задаче. А эта подсказка достаточно, на самом деле, важная. Можно и нужно для решения задачи 26 сперва было отсортировать набор данных входных. И здесь, кстати, тоже интересный момент в плане того, как решать. Понятно, что без компьютера там делать нечего, потому что там большие достаточно объемы данных, там до 60 тысяч входных данных, там пар или чисел самих. Вот вопрос, как решать. Здесь, насколько я знаю, в интернетах очень большая дискуссия насчет, а все-таки Excel или не Excel. В принципе, в Excel задача решается неплохо. Но тут вопрос уже скорее технический. Вот, опять же, хотелось бы ваши комментарии по этому поводу услышать. Я знаю, что в некоторых регионах, опять же, в том же Питере, как ни странно, где вроде бы техника должна быть нормальная, были проблемы технического сорта такие, что файл экселевский долго-долго-долго открывался, и, как ни странно, открылся почему-то только наполовину. То есть учащиеся решили, по сути, задачу, но потом уже осознали, что у них вместо, там, условно говоря, 60 тысяч почему-то данных загрузилось меньше. Они, наверное, правильно решили задачу даже, да, тут, на тех данных, которые были, но получили неправильный ответ, потому что не все данные просто были. Вот, поэтому если у вас были какие-то вот тоже технические моменты, что там не открылось, например, да, или загрузилось не все, тоже хотелось бы какую-то реакцию получить, потому что среди тех, с кем я общаюсь, вроде бы проблем особых не было. Что касается Excel, вот споры, которые идут, многие прям категорически говорят, Excel нет, ни в коем случае, долго работает и так далее. То есть, в принципе, если компьютер, да, технически вполне себе нормальный, то Excel нормально даже 60 тысяч пар работает, сортирует. Нельзя сказать, что прям там, доли секунды, но работает нормально. А дальше задача, в принципе, сводится к тому, что просто надо по действиям аккуратненько сделать то, что написано. Выбрать сперва одних, выбрать потом других, и в какой-то момент чуть-чуть догадаться, как правильнее делать. Там несколько подводных камней, в принципе, были. Написано, что текстовым редактором не рекомендуется, но как бы в Excel вполне себе это все открывается. Да, там, кстати, еще такой момент интересный был в заданиях, где пара чисел были, да. Если пытались скопировать из текстового редактора в Excel, были проблемы, то есть особенно на файлике, где много чисел. Поэтому здесь рекомендация такая, что нужно открывать Excel и в Excel открыть файл, вот тот, который нам предложен, и выбрать пункт там, с разделителями, тогда они нормально копируются вполне себе, открываются точнее. А вот с текстового редактора большие файлы, да, парами чисел, особенно где числа заданы, к сожалению, были проблемы. Вот. Сравнительно низкий, на самом деле, показатель для данного задания. Опять же, потому что... Да, кстати, еще один момент. Почему, как мне кажется, вот такой низкий показатель отчасти? Даже категория высокобальников, балл, можно сказать, не самый высокий. Понятно, что задание само по себе нелегкое, но нужно отметить, что те, кто программировал, зачастую не учитывали какие-то тонкие моменты. То есть вот Excel чем еще хорош? Опять же, я не утверждаю, что только Excel нужно решать, но у Excel есть большой плюс в этом плане. Когда мы тот алгоритм, который нам предложен, проделываем, достаточно наглядно, вот что там один груз, например, забрали, надо вместо него поставить именно второй груз. И мы видим, какие грузы освободились, какие нет, особенно если вы какие-то цветовые индикации вводите. Собственно, программируя, если ученик до какого-то тонкого момента не догадался, он выполнил программу, увидел ответ, и проблема в том, что он не может даже косвенно проанализировать правильность этого ответа. И опять же, тут я, наверное, больше по опыту своих лицеистов могу сказать, что, к сожалению, большинство тех, кто именно пытался запрограммировать, они допускали ошибки, по крайней мере, на тренировках. На экзамене многие лицеисты у меня делали Excel. То есть проблем технических не было. Понятно, что был определенный риск в плане того, что там большие данные, там какая техника именно, но большинство делало все-таки Excel. Поэтому тут, конечно, вопрос спорный в плане там технического, в первую очередь, да, как бы Excel все-таки использовать или нет, но у большинства все-таки с Excel проблем особых не было. Вот. И последняя задача. Понятно, что она традиционно достаточно сложная.
Балл, кстати, вот итоговый, он сопоставим с предыдущими годами, но раньше можно было, собственно, нужно было написать задачу руками на бумажке, да, эксперты проверяли, и у учащихся все-таки был небольшой шанс на то, что даже если ошиблись, там, больше-меньше поставили не так, там, какие-то недочеты, можно было максимальный балл все равно получить, потому что эксперты имели возможность по критериям как раз какие-то вот эти строго-не строго неравенство посчитать как описку или еще что-то. Получалось так, что, ну, как бы, какие-то баллы все-таки получали. А здесь проблема в том, что либо да, либо нет. Либо получил ответ, либо не получил. На первое задание, конечно, можно сделать переборный абсолютно вариант, и он заходил спокойно по времени. Естественно, переборный вариант для второго файла, там есть предупреждение об этом. Переборный вариант для второго файла не заходит, он очень долго работает. Ну и действительно, комментарий тоже абсолютно согласен. Время подумать зачастую не хватает. То есть понятно, что ну, тут либо надо прям вот хорошо тренироваться много, да, и тогда будет сравнительно все хорошо. Ну и стараться, кстати, на предыдущих заданиях выкраивать какие-то там секундочки, чтобы лишние минутки были. И здесь действительно задача была достаточно сложная сама по себе. То есть если сравнивать с задачами прошлых лет, то, ну, можно сказать, что она даже по сравнению с теми задачами достаточно сложная, идейно даже сложная была. То есть если раньше были задачи, ну, к которым сравнительно привыкли, и задачи часто были комбинациями прошлых задач, то здесь задача была очень интересная. И вот если говорить про оптимальный вариант, опять же, я могу статистику своих лицеистов привести. То есть идея, вот чистая идея без реализации, у них, в зависимости, опять же, от уровня, там, олимпиадники, не олимпиадники, где-то занимало, ну, минут 30 в среднем. То есть, ну, это действительно много. А плюс еще время на реализацию. Притом аккуратненько надо реализовывать. Здесь, опять же, в этой задаче, в демо-варианте, если, опять же, смотреть, и, кстати, задача с демо-варианта, это задача с реального экзамена, который был. Вот. Соответственно, задача на частичные суммы тоже не, ну, скажем, не совсем стандартный алгоритм, и додуматься до него самостоятельно очень сложно. Вот. Поэтому тут, конечно, были как бы проблемы, потому что, еще раз, вот, у моих лицеистов заняло примерно 30 минут на осознание идеи только. То есть вот постепенно, что вот так нельзя, это переборный вариант, вот, ага, так сделали, все равно от перебора не сильно ушли. То есть они сами за долгое время дошли до этого. Плюс еще программирование определенное время заняло. Вот. Таким образом. Да, теперь давайте, ну, вкратце несколько моментов, связанных с общими моментами, вот, обсудим. Насчет КИМов абсолютно согласен, насчет 4 часов. Тут позиция очень интересная. Многие председатели и члены комиссии по этому поводу писали, официальные обращения родителей были к ФИПИ там, и ко всяким Роспотребнадзорам и так далее, к вопросу о том, как же 4 часа сидеть за экраном и вот смотреть, да. Ответ очень интересный, на самом деле, был. Идея была такая, что, ну, вообще экзамен не рассчитан на то, что вы смотрите постоянно в экран. То есть у вас есть время, когда вы решаете что-то на листочке, и процент заданий, который предполагает использование компьютера, он вполне себе позволителен. И в том числе время закладывается на просмотр задания, но часть времени, которое вы как бы работаете с листочком, а не с экраном, оно вроде как в рамках нормы, и все хорошо. А идея насчет того, что вот вы там хотите делать, что-то программировать, ну, дело ваше, как бы вас никто не заставляет. Я говорю, насчет того, что все равно приходится смотреть на компьютер, да, там об этом речь и была, что да, приходится смотреть на компьютер, но все равно вы на бумажке пишете. Вот этот момент, когда вы пишете на бумажке, вы как раз укладываетесь во все нормы. Как бы. Вот. Понятно, что многие с этим не согласны. Я, честно говоря, тоже скептически отношусь к тому, что вот, 4 часа сидеть за компьютером. Я, например, опять же, больше заданий делаю на компьютере, и сидеть 4 часа почти сложновато, на самом деле. Вот. Поэтому просили, скажем так, да, обговаривали вариант, что давайте все-таки как-то бумажный вариант сделаем. К сожалению, про бумажный вариант пока никаких идей нет. То есть, скорее всего, его и не будет. Но маловероятно, что что-то поменяется, потому что позиция такая вот есть, и вот. Ну да, просить-то нужно. Мы как бы со своей стороны, как комиссия, когда пишем те же самые отчеты и все остальное, мы об этом говорим, просим. Были официальные письма из ФИПИ и в остальные органы, но
Вот я говорю, к сожалению, идея вот такая. Хотя не совсем понятно, почему бы нет. Условно говоря, на других экзаменах мы как бы распечатывали КИМы на местах уже, условно говоря, да, то есть в школах, в пунктах проведения. Непонятно, почему такая принципиальная позиция. Потому что, опять же, многие задания, например, задания, где по графу надо посчитать, проще гораздо на бумажке нарисовать, нежели это копировать. Там некоторые в Paint копируем, рисуем или там как-то пытаемся какими-то средами копировать и рисовать. Вот. Да, ну, я как бы на эти моменты, к сожалению, не смогу ответить в плане того, там, насчет перемен и так далее. Я поддерживаю ваше возмущение, я тоже так же веду уроки, я тоже так же готовлю учеников, и у меня некоторые ученики, которые говорят, ну, мы просто, вот, если по-честному проешивать вариант, как это было бы на экзамене, к концу этого времени глаза красные, слезятся, и прям тяжело. Как бы, ну, я с этим полностью согласен, в том числе, потому что я тоже честно пытаюсь экзамены прорешивать, разные демки, это тяжело, да. Вот, ну да, то есть я согласен, это во всех смыслах тяжело. Вот, рекомендации, которые были из отчета, они частично повторяют ну, то, что мы уже обсуждали, и рекомендации прошлых лет. Какие темы желательно повторить? Это, собственно, кодирование, это задание, в частности, 7 и 11. Потому что формулу не помнят. Тут, в первую очередь, как бы ну, не помнят, скажем так, да, просто повторить. Дальше вот, различные виды объектов. Тут ну, моделирование, компьютерный эксперимент, в том числе здесь подразумевается момент с 18 заданием, потому что динамический пересчет можно отнести как раз к этой теме, к моделированию. Вот, потому что ну, первое задание, которое сопоставляет схем, таблиц и так далее, с ним как раз, как мы видели, проблем нет. Системы счисления. Тут я уже сказал, что стандартные схемы знают, алгоритмы могут применять, а вот задание, например, 14, где нужно более глубокое применение знаний, к сожалению, уже не могут как надо сделать. Дальше, соответственно, понятно, что все, что касается алгоритмов в разных проявлениях, крайне желательно знать, ну и, соответственно, уметь программировать. Да? Соответственно, следующий пункт – это программирование. Стандартные алгоритмы нахождения минимума, максимума, среднего, каких-то простых сортировок, если говорить, опять же, о том, что Excel, если вы не будете использовать, а программно будете пытаться это сделать и так далее. Ну, то есть темы примерно такие. Да, то есть, да, кстати, вот насчет последнего пункта в логике алгоритмов, Simplex метод, многие говорят, что это страшно. На самом деле это не очень страшный момент, это как раз к задаче 15, когда геометрически можно решать, когда мы чертим какие-то линии и понимаем, куда надо двигать для оптимального положения линию с параметром, скажем так. Те, кто, опять же, решает неплохо по математике задания с параметрами, вот с этим методом, ну, может быть, не по названию, но в целом с методом знакомы и справляются неплохо. Вот. Да, ну и вот опять же, какие моменты при подготовке, если у вас есть там, занятия и вы готовите к ЕГЭ. Ну, во-первых, есть смысл знакомиться с подобными отчетами, смотреть на проблемные темы и обращать внимание на проблемные задания. Ни в коем случае не натаскивать, потому что как раз мы сегодня уже обсудили, да, то есть стандартные задачи решаются хорошо стандартным алгоритмом, но чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, к сожалению, уже очень тяжело решают задачи или не решают вообще. Ну, использовать различные источники. Во-первых, естественно, FIPI, потому что вся официальная информация там, но, к сожалению, там, к сожалению, ну, как сказать, разных заданий интересных не так много, поэтому следующий источник тоже вполне себе официальный, если у вас так сказать, есть доступ к системе StatGrad, если вы оттуда берете задания, ну, есть в этом смысл, там есть интересные задачи. Ну и различные сайты, которые достаточно неплохой популярностью пользуются. Сайт Константина Полякова, много сейчас разборов появляется в интернете, там есть Евгений Джобс и много-много всяких других товарищей. Они, кстати, Евгений Джобс с Константином Поляковым работает, тесно достаточно, и задания у них интересные и зачастую достаточно сложные, что для подготовки на самом деле, наверное, важно и интересно. Вот. Потому что если вы научитесь и научите детей решать сложные задания, то понятно, что легкие задания, полегче задания для них будут достаточно простыми.
Вот. Соответственно, на этом потихонечку предлагаю заканчивать. Единственный момент, что бы мне хотелось с вами еще обсудить. Естественно, если есть вопросы, давайте мы обсудим, потому что я сказал, у нас времени еще есть 10 минуток. Если есть вопросы какие-то общие по статистике, по вот каким-то, может быть, методам, можете задавать. Насчет следующих тем заседаний, что я как раз бы хотел обсудить. В планах есть такие темы, как раз связанные с конкретными темами, которые мы сегодня обсудили. Да? То есть как решать, на какие моменты обращать внимание. То есть я сегодня бегло абсолютно сказал там некоторые основные нюансы, но там, понятно, есть о чем поговорить. Поэтому если у вас есть какие-то идеи, а какие темы рассмотреть, какие задания конкретно прорешать, мы можем эти моменты обсудить, как, да, вот, например, строки 27 задания, конкретно это 27 и другие 27 тоже можно обсудить. Хорошо, если есть еще какие-то мысли, то, собственно, просьба как-то все это зафиксировать. Я потом, как бы учитывая ваши пожелания, буду следующие семинары готовить. Вот. И пока, собственно, идеи формулируйте, что можно было бы сделать, да, и о чем поговорить. Собственно, контактная информация на слайде у вас есть. Хотелось бы пригласить вас, так скажем, выступить у нас на каких-то семинарах. То есть если у вас у самих есть какие-то интересные методики, какие-то интересные темы для обсуждения, естественно, не обязательно связанные с ЕГЭ вообще, да, а с методикой преподавания, интересны какие-то мысли, как ту или иную тему вообще преподавать. Просьба написать мне, и мы будем уже с учетом ваших пожеланий, с учетом ваших возможностей составлять следующее заседание. И если вы будете выступать, то, соответственно, это республиканский уровень, ну и соответствующий документ у вас в последующем будет. Вот, поэтому просьба, если сейчас есть мысли, кстати, можете сейчас обозначить, если нет, то напишите потом, потому что я знаю, что у нас у многих учителей мысли есть. Ну да, кстати, надо для аттестации, как бы тут вопрос, я думаю, тоже актуальный. По приказу, собственно, аттестация сдвинута до Нового года, но рано или поздно придется ее проходить, поэтому если есть необходимость в том числе аттестоваться, республиканское выступление тоже неплохо. Если мы тему с вами заранее обсудим, если вы скинете материал, собственно, мы его посмотрим, и почему бы нет. То есть формат выступления, ну, собственно, примерно такой же, как у нас сегодня был. То есть вы будете в роли выступающего, у вас будет доступ к презентации, то есть мы загрузим вашу презентацию. Если необходимо будет заранее некоторые технические моменты обсудим, также на платформе вы выступите. Опять же, сколько времени, это уже дело ваше, то есть, ну, надеюсь, это будет какая-то полноценная тема, то есть, вот, ну, условно говоря, можно час-полтора вещать, если вы захотите, можно чуть меньше, но главное, чтобы как бы был определенный материал заранее, который мы с вами обсудим, вот, но формат в целом повторяет сегодняшнее выступление. Поэтому, независимо от того, для аттестации или нет, ну, аттестация, опять же, рано или поздно все равно еще раз будете сдавать. Любая бумажка, наверное, к аттестации будет полезна. Вот, поэтому я сейчас зафиксирую ваши идеи насчет того, что хотелось бы посмотреть, и с учетом этого мы потом будем планировать следующее выступление. Вот. Так, сейчас. Да, кстати, опять же, кроме вопросов, связанных с ЕГЭ, если есть необходимость обсудить какие-то моменты, связанные, в принципе, с преподаванием каких-то тем, не касаемо ЕГЭ напрямую, да, то тоже мысли свои высказывайте, и, собственно, может быть, кто-то найдется и выступит с определенной темой, и это все дело обсудим. Так, ну вот я тему себе зафиксировал. Да, Илья Иванович, спасибо, что подсказали. Запись семинара ведется. Кстати, если вы будете выступать, тоже будет вестись запись семинара, и эти материалы будут опубликованы на сайте КРИРО. То есть это будет, собственно, у вас публикация по большому счету. Вот. Если вдруг ваши коллеги хотели посмотреть
семинар, но не получилось, запись будет, ну, не совсем моментально, наверное, но она появится. Вот. Насчет следующего раза планируется, что у нас встречи будут раз в 2 недели. Время, ну, скорее всего, будет как раз вот вечернее, пока стоят у нас вторники. Могут быть какие-то обстоятельства, может, мы время будем как-то двигать, но будут, естественно, у вас уведомления, вы будете приглашаться на эти семинары. Если, опять же, будут выступающие, кто-то сам захочет выступить, и, там, ну, условно говоря, вторник это время неудобно, мы можем переставить на какой-то день, там, ну, условно говоря, если кто-то захочет в следующий понедельник выступить. Поэтому расписание, ну, оно вполне себе корректируемо, исходя из некоторых моментов. Будем подстраиваться, я думаю, под выступающих, если свободное время нам позволит. То есть ориентировочно через 2 недели у нас следующий семинар. И опять же, если пока каких-то других мыслей не будет, можем как раз обсудить те моменты, которые вы сейчас огласили. То есть 18-е задание с нестандартными, так скажем, фигурами, ладьей и слоном, про строки немножко поговорим, и про 27-е задание. Ну, 27-е вообще. Ну, кстати, насчет 27-х, может быть, даже есть смысл отдельный семинар прям провести и поделиться опытом решения задач 27-х прошлых лет и, ну, те задания, которые в банке есть у нас, так скажем. Так, опять же, есть ли еще вопросы, есть ли еще какие-то мысли по поводу там дальнейших выступлений, какие темы осветить и какие темы, может быть, вы сами можете показать, рассказать? Может быть, у вас есть, ну, условно говоря, открытые уроки какие-то интересные в плане того, какие технологии вы применяете, как вы их применяете. Тоже темы, в принципе, интересные могут быть. Так, ну, давайте мы некоторое время еще в любом случае будем на связи. Если у вас появятся какие-то мысли, вы можете написать, мы их увидим. Ну, так скажем, правда, это будет уже немножко за так скажем, рамками записи, вот, но их, ну, да, вот, Илья Иванович выложил ссылочку, где можно будет все это посмотреть. Вот. Соответственно, если больше мыслей каких-то нет, мы как раз уложились, кстати, во время, прямо вот как надо. Если будут какие-то мысли, еще раз пишите, не стесняйтесь, либо на электронку, либо здесь в чат еще можно писать, мы сообщения постараемся отследить. Ну, по крайней мере, минут 5, я думаю, мы еще будем смотреть, что происходит в чате. Так, если вопросов нет, то всем большое спасибо за обсуждение, за участие в семинаре и надеемся на дальнейшее сотрудничество. И не стесняйтесь, пишите, выступайте. Ну, замечательно. У нас намечается уже выступающий. У меня коллеги тоже, кстати, хотели выступить.